Заслуженный работник культуры Ингушетии, кавалер ордена за заслуги, а теперь еще и лауреат премии Луначарского за вклад в развитие российской культуры. Все это она, скромная и обаятельная Ася Абдурзакова. Российской Федерации имени Луначарского – это особое событие, предполагаю, в судьбе любого номинанта. Это был трудный, сложный путь и вместе с тем благородный. Премия имени Луначарского учреждена правительством страны только в 2019 году. Ежегодно ее лауреатами становится 7 человек, представителей нетворческих профессий, которые вносят значительный вклад в развитие культуры страны. Но Ася Магомедовна скромно считает, что эта награда принадлежит не только ей одной, но и ее коллегам. Первая награда такого, я бы сказала, высокого ранга. Но с одной стороны, я еще также хочу сказать, что это награда принадлежит всей нашей республике, ведь мы накануне и 30-летия образования нашей республики, и столетия создания ингушской государственности. И то, что мы сегодня находимся в информационном поле Российской Федерации, это, конечно, с одной стороны, радость. Мы благодарим, кто нас поддержал и ко многому обязывает. Хоть к высоким наградам она и не стремилась, но труд ее всегда был заметен. Начала Ася Магомедовна свой творческий путь с Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза Ася вместе с сестрой пришли в Чечено-Ингушский драмтеатр, а после в знаменитый ансамбль «Войнах». Да. Тем, кто нас оберегал, кто нам помогал, кто нас продвигал вперед, зная, что мы можем что-то сказать именно в области хореографического искусства. Далее с гастролями во многих городах Советского Союза, разве что вот кроме Средней Азии. Мы доехали до Мончегорска, ну а там уже другое все, весь север. Теперь мы побывали в городах средней полосы. Ася Магомедовна в сложные 90-е смогла пройти путь от школьного воспитателя до главного специалиста Минкульта Ингушетии. Сейчас она художественный руководитель Дома народного творчества. Она, как верный наставник, помогает своим младшим товарищам приобщать к культуре подрастающее поколение. Мы стараемся оказать свою методическую и практическую помощь и молодым хореографам, и руководителям драматических кругов, и вокальных кружков, чтобы как-то именно ингушская песня, ингушский танец, именно ингушское театральное искусство, это то есть наши и молодые драматурги, и поэты, писатели, вот как-то вернуть то, чтобы наша молодежь знала творчество именно ингушских поэтов. Методическая и практическая помощь, популяризация народной культуры и искусства. В регионе 36 ДК. В каждом из них Ася Магомедовна – желанный гость. Благодаря ее поддержке и содействию регулярно проходят республиканские семинары-практикумы для худруков, хореографов и методистов домов культуры. Республиканские семинары-практикумы и по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому направлению проводили и посвящали памяти и столетию Далаковского боя, Идрису Базоркину и Абдуле Цароеву, и теперь всем нашим выдающимся личностям. Это непременно необходимо для нашей молодежи. Благодарность от самого правительства страны лишь вдохновляет ее на продолжение любимого дела, но при этом уверяет, что лучший подарок – это все же не регалии. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24.